Вы смотрите программу о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT на Якутия-24, и мы начинаем. Российская компания Infotex создала IP-телефон, который защищает данные при помощи квантовых технологий. Для передачи информации в этом телефоне используются фотоны, и если к сети подключается кто-то третий, они непременно изменят свое состояние, сигнализируя о взломе. Для каждого из собеседников генерируется случайный набор цифр, после обмена которыми обе стороны создают общий ключ. Он считается крайне надежным, поэтому весь трафик шифруется именно при помощи него. Начало массового производства квантового телефона запланировано на конец 2019 года. Отмечу, что это средство связи не для широкой аудитории. Он предназначен для крупных корпораций. Но сам факт, что в сфере связи в нашей стране появились квантовые технологии, дает огромный потенциал и задел на будущее. Обычным пользователям уже давно удобнее пользоваться сотовой связью. И в стране начался новый виток в истории с eSIM. Технология может прийти на наш рынок, но только в том случае, если будет гарантирована безопасность. Для тех, кто не в курсе, что такое eSIM. В некоторых современных смартфонах есть возможность использования не только привычной физической симки, но и через QR-код привязать электронную. Самое главное – это возможность без подачи заявления, без времени ожидания, мгновенно переходить с оператора на оператора. Казалось бы, отличная и удобная функция, но сначала большая тройка Мегафон, МТС и Вимпелтелеком заявили, что переход в ближайшее время не планируется. По мнению аналитиков, это повлечет потерю наработанной клиентской базы. Потом попытку сделали Теле2, но проект через 2 недели пришлось прикрыть по просьбе Минкомсвязи. Причина – отсутствие безопасности технологии. И вот в Госдуме создали рабочую группу по решению этого вопроса. По их мнению, нужно обязать производителей устройств с eSIM хранить данные абонентов на территории России. То есть они должны организовать представительство у нас в стране, получить специальные лицензии и обеспечить хранение данных пользователей внутри государства. Теперь ждем ответа от зарубежных компаний. А лавры популяризаторов eSIM можно по праву отдать Apple. И не так давно в Сан-Хосе, Калифорния, прошла их очередная конференция WWDC 2019. Вкратце об основных моментах. Итак, темная тема для мобильных устройств появится в iOS 13 в сентябре. Сейчас доступна в бета-версии. С учетом того, что темное оформление предрекали еще 2 года назад с выходом iOS 11, а в Android она и вовсе появилась в 2013 году, то здесь революции не произошло. Обновленный Mac Pro, дизайн мусорного ведра сменился на терку для овощей, но зато с самой мощной начинкой. Свой собственный монитор с профессиональной цветопередачей, инновационная крутящаяся подставка для него, которая продается отдельно за $999. Своя собственная операционка для iPad с возможностью использовать его как второй экран для яблочного компьютера, уничтожение iTunes с переводом его в 3 разных сервиса, новые возможности в плане контента и функций в смарт-часах, Apple TV, да и в принципе всех устройствах. Можно констатировать, что предположения аналитиков подтвердились. Внимание к железу с учетом частоты его обновления окончательно отошло на второй план. И все внимание устремлено к подписочным сервисам и приложениям. По мнению купертиновской компании, именно за этим будущее. Так считают и якутские IT-компании. В последних числах мая резиденты IT-парка стали призерами международного форума Startup Village 2019 в Сколково. О том, как это было и что этому предшествовало, мы узнаем у министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова. Анатолий Асколонович, прежде чем начать разговор о форуме, хотелось бы немного поговорить о месте, в котором мы сейчас находимся. Немногие из наших телезрителей бывали в IT-парке, но это, тем не менее, мекка современных технологий в Якутии. Какая тенденция наблюдается с момента его создания и по сегодняшний день? Ну, действительно, если говорить про сроки, конечно, мы открылись 29 декабря, это, по сути, конец года. И если брать первые, скажем, неполные 6 месяцев, то сегодня мы имеем какие итоги? В IT-парке уже 50 проектов, более 150 рабочих мест новых создано. Есть уже компании-лидеры, такие как Fantastic, которые имеют уже многомиллионные обороты. И, конечно же, то, что помещений в IT-парке практически 100% заполнены, мы уже
думаем, как нам расширяться. То есть мы за полгода сделали то, что планировали сделать там, в течение 2-3 лет. Но требования командам, конечно, тоже высокие. Не только к проекту, к идее. Условно, там, мы там придумали, там, не знаю, там, какой-то новый агрегатор. Ну, хорошо. А кто за агрегатором? Что за ребята? Какая команда? Какой уровень компетенции у программистов, у дизайнеров вообще? Кто лидер команды, да? То есть вот это важно. Потому что в итоге побеждает не идея, а в итоге побеждает команда и их цель, их миссия. Вот. Ну и, конечно же, все это сопровождено прекрасной инфраструктурой, в которой мы сейчас находимся. Вот коллеги, кто к нам приезжает сейчас из разных регионов, ставят нас в пример, потому что мы проект же упаковывали очень долго, да, более 4 лет мы к этому шли. И мы изучили весь мировую практику, мировой опыт в количестве переговорок. Ну и там очень много таких нюансов, как заставлять работать там общие пространства так, чтобы ребята встречались. Потому что должна быть синергия. То есть ребята должны общаться между друг другом, и между ними должны происходить синергия и появляться новый проект. И вот если вы здесь посидите полдня или там часа 2, вы увидите, сколько людей здесь встречается, сколько людей из университета нашего, из бизнеса. Обычные офлайновые бизнесмены сюда приходить стали очень активно. Ну и разные люди из разных там даже городов приезжают. И это уже стало, вот как вы правильно сказали вначале, это стало Меккой. Вернемся к московскому форуму. Сколько времени ушло на подготовку и сколько проектов Якутия заявляла? До этого у нас именно на Дальнем Востоке единственный был город выбран для проведения стартап-тура. То есть до стартап-виллиджа проводится по всей Российской Федерации тур. Выбирается 11 городов, где проводится стартап-тур, и на Дальнем Востоке в этом году был выбран город Якутск. Здесь в IT-парке 4-5 марта проходил отбор, и у нас на финал конкурса отобрали 4 проекта. 4 проекта, мы заявили 4 проекта, и все 4 проекта выиграли. Прошли финал конкурса 4 проекта и выиграли по стартап, конкурс старт СУФ, да, они выиграли каждый тоже по 2 миллиона рублей. Это проект Видроид, роботизированная полномоющая станция. Это проект Кинестетика, это IT-проект, который помогает в реабилитации людей после инсульта. Это проект MyLiver, это университетский проект, связанный с печенью. И 4-й проект это RunGo. То есть это такой беговой трекер с кошечкой. Да, и все 4 проекта выиграли. Это такой из 15 проектов, я считаю, успех. Но это, я считаю, связано с тем, что 3 из них это проекты из акселератора. То есть с ними работают менторы международного уровня, чтобы вы понимали. То есть с ними работают люди из Силиконовой долины, из Южной Кореи, из Москвы. Ну и наши лидеры Арсен Томский, наши бизнесмены города Якутска, мы все работаем с проектами. Это такая, я считаю, уникальная такая акселерационная программа, которая, повторюсь, не имеет аналогов в Российской Федерации. Анатолий Аскланович, спасибо за беседу. А о проекте RunGo нам расскажет непосредственно его создатель. Мы поставили себе цель – изучить поведение человека, занимающегося или желающего заниматься спортом. Чтобы добиться результатов в спорте, нужна регулярность в занятиях. Нужно сформировать у спортсмена определенные привычки. Для этого как нельзя, кстати, подойдет мобильное приложение. Многие из вас сталкивались с такой ситуацией. Начинаем заниматься спортом, но через некоторое время бросаем. Для этого всегда находится масса причин. Но главное – это, конечно же, недостаток мотивации. Выработать такую привычку можно и самостоятельно. Главное постоянно повторять цикл стимул, действие, вознаграждение. Стимул, действие, вознаграждение. Если регулярно делать это в течение долгого времени, то это войдет в привычку. Всегда приятно слышать от друзей, родных и близких, что ты стал лучше выглядеть, ты похорошел, ты стал сильнее. Это эмоциональная поддержка спортсмена. Поэтому мы создали продукт, который с одной стороны выполняет функцию эмоциональной поддержки и мотивации, а с другой стороны прививает регулярность. Кого любят, наверное, все люди без исключения. Это котов.
Наши опрошенные люди, испытуемые, сказали то, что любят котов, особенно рыжих. И многие помнят такой гаджет, как тамагочи. Здесь принцип тот же. Когда вы регулярно бегаете, ваш питомец радуется, благодарит и хорошо выглядит. Когда вы пропускаете тренировки, он начинает грустить, толстеть и шлет вам жалобные пуш-уведомления. Посредством прокачки персонажа, как еще один стимул, но уже в реальной жизни будут скидки и бонусы от различных партнеров. От производителей спортивного снаряжения, от сотовых операторов, вариантов куча. В этом году мы выпустим под iOS в России. Будем тестировать для начала в Якутии, а потом уже по всей России. А в 2020-м планируем запустить уже во всем мире. Уверен, многим наша идея понравится, и что самое главное, большее количество людей благодаря нему станет вести активный образ жизни и заниматься спортом. Будем создавать приложения вместе с вами. А сейчас о мероприятиях, в которых вы, наши телезрители, можете принять непосредственное участие. Прием работ на конкурс художников Let's Play Якутия от компании Майтона продлили до 17 июня. В этот день закончится прием заявок, а значит, у желающих есть еще целых 1,5 недели, чтобы показать свои способности в 2 и 3D дисциплинах. Каковы условия? Нужно взять за основу Якутию и представить ее в форме компьютерной игры. Специалисты будут оценивать целостность композиции, креативность, техническое исполнение, идею и описание работы. Участие могут принять как профессионалы, так и любители цифровой графики, а возраст от 6 лет. Итоги подведут 19 июня. Победителям конкурса вручат призы общей стоимостью в 2 миллиона рублей. На этом выпуск подошел к концу. Мы встретимся с вами снова через неделю, чтобы рассказать о самых прорывных и интересных технологиях. Всего доброго!